Привет, я Максим Кардозу, это Кардозу Ньюс, и сегодня будет горячий выпуск новостей. Очень много, давайте не откладывая, будем их смотреть, обсуждать, в конце обязательное мимими. Ну что, бардыбытушки? В последние несколько дней блогеры буквально заставили говорить о себе, якутские блогеры, и вот этот ролик, он буквально взорвал интернет. Для создания этих роликов объединилось сразу несколько человек. Ссылочки на их аккаунты я оставлю в описании обязательно. Все это я смотрел в аккаунте у Скайлаана. Он, видимо, является вдохновителем и создателем этих видеосюжетов. Их вышло сразу несколько. Все очень модно, стильно, молодежно. Круто, действительно. Красивые ребята под красивую музыку, красиво, пафосно ходит. Что тут можно еще сказать? Конечно, не все так однозначно. В общем-то, не каждый ролик получился прям супер, прям 100%, на мой взгляд, личный. Есть какие-то не очень моменты, а есть и фавориты. Вот один из фаворитов, вот выглядит он так. Мой фаворит, по крайней мере. Ну и понятное дело, что ни для кого не секрет, это такая отсылочка к другим очень популярным роликам в ТикТоке. Это модные китайцы. И там действительно просто люди как будто бы с подиума сошли и идут по улице. Выглядит это все как будто бы фантастически. И вот это вот герои этой какой-нибудь мыльной дорамы. Ну и наши решили, а чё нет? Почему? Вот якуты тоже очень стильные ребята, и они решили запилить свои ролики, получилось прикольно, но немножко до оригинала не дотягивает. Опять же, мое мнение. Я думаю, что ребята на этом не остановятся, они будут выпускать все новые и новые ролики, они будут все круче и круче, они подключат новых стилистов, там подключатся люди, которые захотят участвовать в этих роликах, это приобретет такое вот некое движение. Этот якутский ролик стал так популярен, что у него даже появились свои подражатели. Получилось очень забавно, но ролик все равно очень крутой, который с людьми, конечно. И вообще хочется сказать, что Якутск действительно стильный город. У нас умеют и любят красиво и модно одеваться. И это замечают многие люди, которые приезжают в Якутск, в Якутию. С чем это связано? Непонятно. Некоторые говорят, что в Якутске все-таки остается очень много именно молодежи, которая следит за тенденциями, хочет хорошо, красиво выглядеть. А, например, в других каких-то крупных, больших российских городах такая активная, креативная молодежь, она уезжает. Ну и, кстати, продолжая модную тему, у меня скоро выйдет большое интервью на канале с Петром Яковлевым. Это якутский популярный модный дизайнер, он сейчас в Москве работает над своей коллекцией. Разговор получился действительно очень интересный о моде, о Якутии, о якутских дизайнерах. В общем, если будет интересно, обязательно посмотрите, а для того, чтобы не пропустить, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну а пока вы ждете это интервью, можно посмотреть другое, которое тоже вышло недавно у меня на канале. Это интервью с Надеждой Ангарской, знаменитой нашей землячкой. Вот по ссылочке можно перейти, также посмотреть. Не могу я пропустить и новость об Артемии Лебедеве, который встретился с творческой молодежью Якутска в прошлом своем выпуске. Я говорил, что этот дизайнер приехал к нам в республику, и чего ждать от него непонятно. Так вот, он, оказывается, сплавлялся на теплоходе по реке Лене до Тикси. В общем, все у него в соцсетях можно увидеть, прочитать. Ссылочку я также оставлю в описании. И там он, значит, прошелся и по теплоходу, и по Тикси. Хотя Тикси сам ему понравился, он нашел его в полуразрушенном таком состоянии, и это произвело на него большое впечатление. Вообще об этом поселке он сказал, что это город, который не утратил своей целостности. Если быть точнее, то его поразил цельный исторический облик, то есть Тикси законсервировался, там ничего не менялось. Вот как его построили, да, там какое-то количество лет назад, также он существует и сейчас, ну только разрушается. Отвечая на вопрос публики, что Лебедев думает о Якутске, он ответил, что город выглядит нелепо. Вообще, я надеюсь, что он все-таки выпустит свое видео и там расскажет все действительно, что он думает о своей поездке, о реке Лене, о теплоходе, о Тиксе, о Якутске. В общем, что для него дала вот эта вот его вторая новая поездка в нашу республику. Это будет очень интересно, буду ждать. В сегменте якутского ютуба появился еще один влог, его ведет Иван Степанов, называется влог «Жизнь после ковид». Вот Иван только что переболел коронавирусом, у него было серьезное такое поражение легких, это 50-60%, но он вылечился и сейчас дома
находится на самоизоляции эти 14 дней. И вот он решил записать такой влог о том, что происходит вообще с человеком, который находится в обсерваторе, как ведут себя врачи, что происходит в больнице, как протекает болезнь. Вообще все, что он узнал об этой болезни, он решил этим поделиться с нами, со всеми. Канал будет рассказывать о том, что же происходит в жизни людей, которые выздоровели и переболели ковид. Будут разные видео. Будут видеосюжеты, будут интервью. Можно поддержать парня, поставить лайк, подписаться, написать комментарий какой-то. В общем, все будет ему полезно. Хотя у меня возникает вопрос, чем будет наполняться этот блок после завершения эпидемии. Но, судя по ситуации, вообще до конца еще очень далеко. Появляются все новые и новые зараженные в Якутии. И когда все это прекратится? Неизвестно. Кстати, тему коронавируса подхватила и Лина Малина. Это очень известный якутский блогер. Оказывается, она тоже переболела. И ее супруг тоже. Вот у супруга была какая-то серьезная форма, стадия, а у Лины Малины нет. Ну и девушка утверждает, что побороть болезнь ей помогло самовнушение. Ну ладно. Вообще, конечно, здесь такая двоякая ситуация, потому что у нее очень большая аудитория, и кто-то из ее подписчиков, который может почувствовать какие-то действительно симптомы, связанные с коронавирусом, не пойти в больницу, не обратиться в скорую помощь, а сидеть и самовнушаться. Ну, мне кажется, это тоже странно. И когда ты имеешь действительно влияние на людей, то нужно следить за своими высказываниями. А еще Лина Малина продавала чек-лист по автоматизации исполнения желаний. Звучит очень круто. Кстати, если продолжать эту тему, еще одна наша землячка Алена Товарова, она нумерологом себя называет, так вот, она продавала код на богатство, вот некий. Все это она рекламировала на платформе журнала Prime One, не знаю, что это за журнал, и там она, значит, попутно брала интервью у бойфренда Ольги Бузовой Давида. Оно не очень большое, там 15 минут хронометража. Так вот, в конце, чтобы, видимо, спасти ситуацию, Алена спросила Давида ну, в общем, слушайте сами. У меня еще один такой вопрос, который очень многих интересует, тоже касается Оли. Многие думают, что она как-то относится к масонам, да? Вы можете это как-то прокомментировать? Я вроде никого не замечал. Оставлю это без комментариев. Кстати, официально лето в Якутске, видимо, закончилось. Появилось постановление мэрии о запрете работы пляжа. Я вообще не понимаю, он же совсем недавно вроде открывался. Только-только, вот совсем, чуть-чуть. Что произошло, непонятно. Может быть, это связано и с коронавирусом, хотя звучит странно, ведь в Якутске, наоборот, разрешили работу ресторанов полноценную, и это очень круто для бизнеса, потому что предприниматели оказались, ну, просто в настоящей яме из-за этой самоизоляции. Это и рестораторы, это и салоны красоты, это и фитнес-залы. Вот сейчас поднимается целое движение для того, чтобы фитнес-залы, наконец, тоже заработали, ведь для бизнесменов это просто какие-то колоссальные потери, и непонятно вообще, сколько откроется заведений после вообще окончания коронавирусной пандемии. Открылся и зоопарк Ортодойду, и там сразу же выстроились очереди. Вот в соцсетях люди начали делиться фотографиями, то что люди ломанулись смотреть на животных, потому что все соскучились, это очень понятно. Всем надоело сидеть дома, и хочется какой-то активности, какой-то социализации, куда-то ехать, что-то смотреть, чтобы вернулось все в свое нормальное русло. Это абсолютно понятное желание. И почему закрывается пляж, непонятно, и 100% люди вот все равно будут ходить на дамбу, будут купаться, не будут там защищаться, соблюдать самоизоляцию и так далее и тому подобное. И еще всем понятно, еще до открытия официального дамбы там было настоящее столпотворение, никому это не мешает. Если только там наряд полиции поставить постоянный, который всех будет гонять, но мне кажется, это невозможно. В общем, странное решение, но, может быть, оно связано с какими-то не только эпидемиологическими составляющими, может быть, там грязно, реально. Если вы знаете, напишите в комментарии. Кстати, возобновилось авиасообщение России с несколькими странами, их всего там чуть-чуть, но все равно уже хорошо, а внутри России полеты вернулись к той статистике до коронавирусной. То есть люди стали массово летать. И тут отличилась тоже авиакомпания Якутия, известный журналист телеканала «Россия-24» и блогер Николай Соколов сказал свою фи, он летел из Сочи в Москву, и вот ему не понравилось, что персонал не проверяет у пассажиров маски. Не знаю вообще,
нужно их проверять или не нужно. Ну, в общем, он запилил про это пост и удалил его через какое-то время, но у меня он есть. Вот он так выглядит, можете посмотреть, почитать, что он там говорит конкретно. Вообще, наверное, он все-таки не прав. Авиакомпания Якутия отметилась еще в одной новости, которая распространялась в мессенджерах. Именно то, что вот Якутия, Полярная авиалиния и Ир Аэро, это вот 3 самолета, они чуть не столкнулись в небе. Их вывели в одну точку, в один эшелон. Только я вообще это даже представить не могу. И вот пилоты, они видят, что они вот летят вот так вот друг к другу. И они, видимо, увидели и разлетелись. Это что такое? Сейчас говорят, что ведется проверка достоверности этой информации, но если это правда, это просто какой-то кошмар. Это, у меня просто нет слов, потому что действительно людей, которые ответственны за это, их нужно наказывать, судить, потому что на кону стояли человеческие жизни. Это просто страшно. Но вполне может быть это фейк. Обычный ватсаповский фейк, которые гуляют по якутскому ватсапу огромным количеством и тиражируются, из уст в уста. В общем, ничего с этим поделать нельзя. Будем ждать какой-то конкретной информации. Ну и мимими, друзья, приготовьте платочки. Я продолжаю здесь тему WhatsApp. В соцсетях активно распространялось вот это очень милое видео. Его опубликовала психолог Евгения Лазарева. Это такая история ее семьи. Они с мужем усыновили мальчика-азиата. И вот она рассказывает здесь, что когда она за ним летела, муж очень боялся, что в итоге не полюбит этого ребенка. Но в конце концов оказалось, что там любовь с первого взгляда навсегда, в общем, все очень хорошо. Ну, по видео просто видно, без слез вообще не взглянешь. Якутяне сразу же начали говорить, что этот ребенок из Якутии, даже в таком популярном паблике, как Юстюмсю, была конкретная информация, что этот мальчик из Нюрбинского улуса. Но в итоге, друзья, на самом деле этот малыш, он из Бурятии. Ну а вообще, какая разница? Главное, что они счастливы. Это были новости, которые зацепили меня в последние несколько дней, и я ими поделился. В общем, на этом все. Это был Максим Кардозу и Кардозу Ньюс. Всем пока, до новых встреч!